Второй важной темой Старовойтовой были национальные вопросы, то, чем она занималась еще до прихода в политику. Союз стал распадаться, республики бороться за независимость. Одной из самых взрывоопасных точек стала Чечня, во главе которой стоял Джохар Дудаев. В тот же момент обсуждается ее кандидатура на пост министра обороны. И это тоже абсолютная революция. Во-первых, штатский министр обороны, во-вторых, женщина. Весной или зимой еще 92-го года, что-нибудь январь-февраль, мы сидели все в кабинете у Сергея Александровича Филатова, Юрий Федорович Яров был, другие депутаты, я, и думали, ну что же делать? Шли переговоры с Дудаевым, ну, в русле вот того же направления, как предотвратить войну в Чечне. И я говорю, а чего проще? Снять сейчас трубку правительственной связи, позвонить в Грозный, да и начать с ним переговоры. Мужчины все как-то приумолкли, говорят, да это нереально, да он же мусульманин-фанатик, да он вообще не будет ни с кем разговаривать. Я говорю, ну, давайте, если вы не хотите, я это начну. Они говорят, он не будет разговаривать с женщиной, это не может быть, его бросит все его окружение. Ну, говорю, не будет, так не будет, а вопрос же надо как-то решать. Я сняла трубку, попросила соединить меня с Грозным, поставила перед собой диктофон, попросила у Сергея Александровича Филатова диктофон, чтобы записать мою часть диалога, чтобы потом меня не обвинили в каком-то сепаратистском сговоре, как это любит наша пресса определенного направления. Эта запись сохранилась. И переговорила с Дудаевым, и он, в общем-то, нормально разговаривал со мной. В тот раз я был очень удивлен ее находчивостью, смелостью, то, что она сделала. И это дало возможность, скажем, ей при встречах с президентом сказать, что, Дудаев доступен, очень просто. Давайте дальше с ним разговаривайте, договаривайтесь. Соедините меня с Грозным, соедините меня с Дудаевым. И ее соединяют. На глазах у всех. Понимаете? А он снимает трубку, она ему говорит, что Джохар Мусаевич, у нас тут вот есть возможность, кажется, мы сейчас можем договориться о том, что вы с Борисом Николаевичем можете встретиться. Вы готовы? И он говорит ей, да, я, естественно, готов. Я этого жду, я добиваюсь, это уже попытка, так сказать, не первая, она мне препятствует. А во всяком случае, переговоры все же могли состояться, и окружение Бориса Николаевича сделало все для того, чтобы этих переговоров не было. Началась та война, которая, собственно говоря, и свела Россию с пути к созданию демократического общества. Она была готова. Если бы у нее была эта возможность, вместе с нами она остановила бы эту войну. Переговоры с Дудаевым не состоялись. У всех разные версии почему. Но пока Старовойтова была на своем посту, война с Чечней не начиналась.